республика. Мы почти на финишной прямой этой недели. Наступил четверг, и надеемся, что приближение долгожданного уикенда изрядно скрашивает ваше настроение. Кстати, знаете ли вы, что эмоции, которыми мы зарядились утром, сохраняются в нас до самого отхода ко сну? Помните об этом и старайтесь вставать с правильной ноги, чтобы и настроение, и отношение к текущим задачам было положительное. В эфире «Студия 11», и, как всегда, мы ворвались в ваш день, чтобы сделать его лучше. О главных темах первой части программы узнаем из анонса. Крещение. Как отмечают светлый праздник православные? В гости в прошлое. Какой он гостевой дом в виде старой избы с палатями? Сегодня, 19 января, все верующие отмечают Крещение Господне, или, как еще его называют, Богоявление. Этот православный праздник связан с крещением в реке Иордан Иисуса Христа. По традиции церковное торжество сопровождается литургиями в храмах и омовением людей в ледяной проруби. Последний ритуал связан с Иоанном Предтечей, который и был крестителем Иисуса. По преданиям, он проповедовал пришествие Мессии и призывал всех подготовиться к этому событию, а именно покаяться и очиститься от грехов. Для этого Иоанн троекратно погружал людей в воду. Отсюда и возникла традиция крещенских купаний. В нынешние времена люди ходят к проруби не только с целью смыть с себя все грехи, но и набрать святой воды, чтобы потом на протяжении всего года пить святую воду по чуть-чуть во благо здоровья и душевного равновесия. Студия 11 поздравляет всех православных верующих с крещением. В нашей республике уже открыто 70 гостевых домов и баз отдыха. Часть из них сделана в виде крестьянских коми-подворий, чтобы наши городские дети, да и туристы из других регионов представляли, как был устроен быт зырян. Интересно не только посмотреть на сундуки и прялки, но и пожить в таких избах, полежать на палатях, приготовить обед в русской печке, научиться плести сети. Студия 11 продолжает вести путевой дневник нового тура за Кандинским в Коми, который претендует на получение статуса национального туристского маршрута России. Чтобы тур получил статус национального туристского маршрута, необходим не только эксклюзив, уникальный продукт по содержанию. Еще путешествие должно быть жителям России по карману, и все, что требуется в дороге, питании и проживании, соответствовать высокому уровню гостеприимства. Дружной командой сыктывкарских журналистов мы протестировали новый маршрут за Кандинским в Коми. Он рассчитан на 4 дня, но у нас в запасе были всего сутки. Посмотрели мы только Усть-Куломскую часть маршрута. И в каждом доме было гармонисты. Причем я славилась гармонистами. И мастера были. Они потом ведь мастера были по столярному цеху. Валенки катали, лодки делали. Мы побывали в Ульяновском монастыре, в дороге послушали историю о Василии Кандинском и зырянах, пообщались с жителями села Кирчомья и к вечеру добрались до гостевой усадьбы в Усть-Куломе. Пока доставали съемочное оборудование, попутчики уже зашли в большой дом. Он построен 5 лет назад как традиционный Верхневычегодский. На палатях заметили участника тестового тура Вячеслава Попова, заместителя министра культуры республики. Очень важно, чтобы с семьями приезжали в такие вот дома гостевые, где мы сейчас находимся, и чтобы они вот прямо, вся семья, чтобы она здесь пожила вот целый день, и вот окунулась полностью вот в эту деревенскую быт, чтобы они и печку затопили, чтобы они и дрова накололи, чтобы они воду принесли там с речки, походили, там баньки попарились, то есть чтобы они там полностью ощутили. Ну и вечером, чтобы они все дружно легли на палате, на печку и провели вот эту незабываемую ночь. Я думаю, что у них ощущение вот этих счастливых этих моментов останутся на очень-очень долгое время. В этом крестьянском доме, как и полагается, есть летняя и зимняя половина. Но, конечно, для туристов обе половины теплые. Топятся русские печки. Угощают здесь традиционными коми-блюдами – ухой, мясом с картошкой, грибами, ягодами, шаньками. Для самых любознательных продуманы мастер-классы, и не только кулинарные. Все, чтобы гости лучше узнали быт коми-зырян. На улице под открытым небом мы проводим мастер-класс по изготовлению лодок деревянных. Лодок для рыбалки, мастер-класс по плетению сетей, небольшие мастер-классы по плетению из бересты. Журналистам всегда все интересно, даже когда времени в обрез. Тем более здесь, в Сосновом Бору, мы встретились с настоящей зимней сказкой – лепота.
На территории усадьбы нашли и фотозону с изображением основных промысловых животных, и баню по-черному. Конечно, в детстве я тоже ходила в баню по-черному, но это было так уже давно. И вот здесь, в Усть-Кулуйме, чтобы добраться до бани по-черному, нужно забраться вот на такую гору, пройти мимо новогодней елки. И вот мы здесь. Баня напомнила домик Йомы, а в коме-избе захотелось сесть возле печки и почитать путевой дневник Василия Кандинского, который он вел в 1889 году во время путешествия к Зырянам. Сам дневник хранится в центре Помпиду в Париже, а в Сыктывкаре издан вот этот альбом, подготовленный Национальным музеем республики. Там и дорожные заметки Кандинского, и рисунки, и его статьи. Ну а нам, участникам тестового тура, пора заполнять свои дневники, которые нам выдали в начале маршрута. Эфир студии 11 в самом разгаре, и вот очередной материал, который заслуживает вашего внимания. Сегодня я решил окунуться в очень далекое прошлое и почувствовать себя настоящим воином, богатырем русским, если можно так сказать. Во все времена наши мужчины должны были защищать и себя, и свое отечество. Совсем давно они делали это с помощью меча и лука. Сегодня я в гостях у современного клуба мечевого боя и стрельбы из лука, его основатель Сергей Кислицын. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как вы пришли к такому направлению? Появилось направление в 1996 году в Сыктывкаре. Да, пришло оно из Москвы. Изначально это были ролевые игры живого действия, полигонные игры. Потом, чуть позже, появилось такое направление, как LARP, да, то есть мягкое оружие. Вот. Мы к тому времени ушли больше в историческую реконструкцию. Сейчас что происходит с этим направлением? Я смотрю, оно ушло в зал и больше превращается как некий спорт. В 2012 году появилось такое направление, как современный мечевой бой. Это спорт, да, он помогает развивать все те же навыки, да, которые нужны для исторического фехтования, в том числе для ролевых игр, да, которые полигонные, но при этом позволяет не травмироваться. Все реконструкторы практически тренируются на мягком снаряжении. То есть ваше ключевое правило – это безопасность? Да, прежде всего. Мы занимаемся сейчас современным мечевым боем в основном с детьми. С детьми это всегда прежде всего безопасность. Очень хорошо развивается координация движений. То есть в бою мы должны связывать между собой одновременно движение двух рук и при этом связывать между собой еще и ноги. Потому что все движение взаимосвязано. Поэтому развивается координация, развивается ловкость, потому что уклонение от ударов, да, развивается сила, потому что даже сдержать удар сильный щитом нужна сила, да, ну и, соответственно, быстро и сильно нанести ответный удар, то также нужно быть достаточно сильным. Какие соревнования, где они проходят и участвуют ли в них наши ребята? Да, наши ребята участвуют. У нас на сегодняшний день проводится чемпионат республики. Чемпионат города не проводится, потому что слишком мало людей, да. Последние соревнования у нас были, это чемпионат России, да, в рамках фестиваля Кубок Первоапостольного Николая Японского, да, это крупнейший фестиваль боевых искусств в России, да, и ребята туда съездили, привезли оттуда медали, сборная республики Коми показала очень неплохие результаты, да, она заняла 2-е место в общем медальном зачете. То есть мы привезли достаточно много медалей. Ребята нашего клуба конкретно привезли 4 медали. Да, 3 бронзовых, 1 серебряная медаль. О, круто. Ну, нет во мне столько дури. Ну и дыхалка слабенькая. Фух. Ну это было круто.
Помимо мячевого боя в клубе занимается и стрельбой из лука. Сергей, расскажите подробнее об этом направлении вашей деятельности. Это направление также, изначально мы начинали, когда начали заниматься исторической реконструкцией, да, понятно, что историческая реконструкция включает в себя и стрельбу из лука, потому что так воевали. Стрельба из лука тоже была нужна. Так. Я чувствую себя эльфом из «Властелина кольца». Ой, я попал в молоко. Хотя бы туда. Это считается за одного. Призываем вас, друзья мои, если вы еще не определились с тем направлением, которое вам по душе, приходите, знакомьтесь. Может, вы станете чемпионом этого вида спорта. Зима – время года неоднозначное. Она колет наши щеки морозом и в то же время радует красивейшими белоснежными пейзажами, отчего внутри нас постоянно возникает борьба. Либо выйти прогуляться, либо все-таки остаться дома в тепле и комфорте. Для тех, кто зачастую не может определиться, жители Воркуты сняли видеоэкскурсию по родному городу. Давайте посмотрим зимние виды Заполярья. Тем временем мы завершаем первую часть студийного эфира. Но не думайте переключаться, впереди еще много интересной и позитивной информации. Увидимся после небольшого перерыва. В эфире «Студия 11», программа об увлекательном и вдохновляющем. Мы начинаем вторую 10-минутку этого выпуска. Делайте громче, вот о чем поведаем вам. Большой бой. В Сыктывкаре начался чемпионат и первенство Республики Коми по боксу. Рисовать, чувствуя свое тело, нейрографика, как она работает во благо нашего состояния. Старые вещи долой. Что делать с тем, чему в шкафу уже давно не место? В Сыктывкаре начался большой бой. Чемпионат и первенство Республики Коми по боксу памяти Николая Бережного, бывшего министра спорта нашего региона, собрал на своей площадке десятки сильнейших спортсменов нашего края. Подробнее о состязании нам расскажут гости сегодняшнего эфира Андрей Истомин и Владимир Никитин. Здравствуйте. Добрый день. Для начала расскажите, пожалуйста, как же возникла идея организовать турнир памяти Николая Бережного? Человек очень много сделал для нашего региона. Как возникла эта идея? Идея принадлежит вообще Министерству физической культуры и спорта Республики Коми. Спартакиада, носящее название Николая Михайловича Бережного, это юношеская спартакиада среди муниципальных образований Республики Коми. Она проводится у нас с января по декабрь 2023 года. Участвует множество видов спорта, в том числе и лыжные гонки, рукопашный бой, комплекс ГТО будет также участвовать там. То есть он будет в течение года проходить, эта спартакиада. То есть и первым у нас, получается, открывает вид спорта бокс. Интересно. И сколько участников ожидается, из каких городов и муниципалитетов Коми они будут? В принципе, со всех муниципалитетов более 80 участников. Владимир, наверное, расскажет больше помимо спартакиады будет параллельно проходить и чемпионат Республики Коми. Будет также больше 80 участников со всех регионов Республики Коми. Будет формироваться сборная Республики Коми, которая будет защищать честь
честь Республики Коми на федеральном округе северо-западном. Также мы будем отбирать ребят, которые также будут выступать и на обществах всяких, там, Динамо, профсоюзы, спортивные, там, в зависимости, кто в каких боксировать будет. Будет проводиться ежегодно, как бы, чемпионат республики-то он будет проходить ежегодно, просто будем, наверное, расширять географию, потому что все равно будет немного неправильно, если проводить ее всегда в Сыктывкаре. Также будем проводить, наверное, и в дальние, в Воркуту, Инту, Усинск. Также будем стараться развивать бокс в Республике Коми. Ну, я думаю, это действительно правильно. Вот, Владимир, вы как профессиональный боксер, большой спортсмен, как относитесь вот именно к этой спартакиаде, которая будет проходить на протяжении года? Это очень интересно. Много видов спорта можно попробовать и проявить себя. Вот что можете сказать? Спартакиада, это же вообще, это, как я понимаю, это всероссийская, да, спартакиада? Ну, в дальнейшем, да. В дальнейшем это первый этап, первый отбор. этап, да, ну я понял. Это также, ну, потому что в связи с ситуацией в мире для наших спортсменов сейчас очень тяжело выходить на какие-то международные арены. И это очень хорошо, то, что у нас Россия делает такие спартакиады и не дает ребятам, так сказать, застаиваться. И то, что делаются такие спартакиады, то, что у нас также в республике, в городе делаются начальные первые этапы, это очень хорошо для ребят, это очень большой толчок на дальнейшую перспективу. Андрей, а куда прийти, поболеть за боксеров, любимых наших, где будет проходить именно чемпионат, который начался уже сегодня? Да, это спортивная школа Олимпийского резерва номер 2 по адресу улица Савина, 81/1. Всех ждем. 17 часов у нас оба дня, и финальные поединки в субботу в 15 часов. И вот напомним, сколько у нас спортсменов всего ожидается на... Ну, всего около вообще 100. Ну, сейчас еще приходят заявки еще от муниципалитетов. До 17-18 лет, да, у нас? Это у нас юниоры 17-18 лет, юниоры и юниорки. То есть у нас и девушки участвуют, и женщины, и мужчины 19-40 лет. В общем, на ринге будет очень жарко. Да. Владимир, вот насколько нам известно, вы приехали в Республику Коми на постоянное место жительства, да, на какое-то время или на совсем. И как планируете развивать бокс в нашем регионе? Ну, у нас есть, также сейчас тоже забегать вперед не будем, конкретно забегая вперед, скажу то, что вы приехали сюда конкретно развивать бокс в Республике Коми. Сейчас план работы, сейчас будет у нас конференция, и уже на ней буду озвучивать я конкретно план действий своих, какие будут проходить действия. Сейчас как бы не будем забегать вперед. Будем развивать бокс в Республике Коми, который был у нас на очень высоком уровне. И будем также, чтобы эта планка также и оставалась на таком же высоком уровне. А то и лучше. Среди подрастающего поколения боксеров перспективных у нас немало. Конечно, оно и будем. Вот сейчас как раз эта спартакиада и чемпионат, оно как раз и покажет, какая у нас молодежь, какие ребята, посмотрим. Спасибо большое, Андрей, Владимир, что пришли сегодня к нам, пригласили всех на турнир. Обязательно, друзья, приходите. Ну и удачи. Я лично приду и буду болеть за самых активных. Да. Спасибо. Спасибо. Снизить эмоциональное напряжение и даже избавиться от внутренних психологических блоков. На все это способна нейрографика. Особая техника рисования, которая может трансформировать наше мышление и даже сломать годами формировавшиеся в нас установки. Я лично с нейрографикой на «вы», однако недавно мне удалось узнать о ней чуточку больше. Как часто вы испытываете гнев, тревогу, обиду или печаль? Не можете решиться на изменения в жизни, боитесь ставить цели, а порой и вовсе не верите в себя. Все это в той или иной форме психологические блоки, которые мешают нам жить. И чтобы снять их, совсем не обязательно сразу же бежать к психологу. Начать можно с нейрографики, говорит Светлана Краева. Этой особой техникой рисования женщина занимается уже много лет. Она уверена, нейрографика действительно работает. Главное, чтобы рисунок был выполнен правильно. Нейрографика – это метод трансформации мышления через рисунок. В нейрографике всегда есть тема. Вы работаете с темой. Вы делаете в момент рисунка графическое решение вашей темы. Как это происходит? В зависимости от проблемы, которая вас волнует, вы начинаете рисовать, следуя определенному алгоритму. Я, как человек, который постоянно общается с людьми, захотела освоить технику эмоциональной разгрузки. Первым делом на бумаге появилась сомкнутая в прямоугольник нейролиния. Главное условие – она не должна повторять своего направления. В этом алгоритме мы начинаем сразу с линий поля. Это силовые линии. Это мощные энергетические линии, которыми мы делаем запрос вовне на
привлечения дополнительной энергии. То есть мы начинаем через рамку настоящего, да, тащить эти линии из прошлого в будущее. Заполнять рамку линиями нужно до тех пор, пока ваше подсознание само не скажет «хватит». Далее все пересечения нужно заключить в круг, а затем сгладить образовавшиеся углы. Шаг за шагом, и вы, говорит Светлана, сами не заметите, как успокоитесь. Нейрографика широко используется и для проработки позитивных моментов жизни. Например, ломая голову в выборе или смене профессии, вы можете воспользоваться алгоритмом на рост и расширение. С помощью линий, идущих только вверх, вы нарисуете нейродрево, олицетворение развития и благосостояния. Самый глубокий уровень человеческого сознания называется самость. На нем лежат все наши ответы на все наши вопросы. В повседневной жизни, в суете, мы не слышим самих себя. Погружаясь в рисунок, то есть проходя правильно пункт за пунктом, нейрографика позволяет вам это сделать. Да? То есть получить ответ на любой свой вопрос. Идея общения со своим подсознанием принадлежит Павлу Пискареву. Особый проектный метод был создан доктором философии и кандидатом психологических наук в 2014-м. Сам автор определяет нейрографику как искусство создавать себя и свою жизнь. И очень важно в процессе рисования быть в полном одиночестве. Вы работаете с людьми уже довольно давно, да, довольно долго. И вот живые примеры, что помогало решать нейрографика конкретно им? То есть от чего они избавлялись? Самый простой пример, когда я только начала, да, мне написали, что я стала спать. Вроде бы, чего такого, да, просто человек стал спать. А она была настолько вот напряжена, да, взъерошена вот какими-то жизнь. Она говорит, у меня была бессонница. Начав рисовать нейрографику, я справилась без всяких успокоительных средств. Со своими учениками Светлана проводит максимум 1-2 урока. А больше и не нужно, говорит женщина. Получив алгоритмы и освоив правильную технику рисования, люди работают со своими мыслями уже сами. Представьте огромное количество людей, да, рисующих нейродрево с темой, например, счастья. Ну вот просто визуально представьте. Либо любовь, либо тема радость. Да? Что испытывает человек в момент рисования? Эти же эмоции – счастье, любовь, радость. Что понесет человек в мир, отрисовав нейродрево? Любовь, радость, счастье. В конце каждого года я перебираю все вещи в квартире, оставляю то, что нужно, а те предметы, которые не попали в эту категорию, раздаю. Но вы удивитесь, многие вещи не так просто пристроить. Что же делать в таком случае? Выносить на балкон или выкидывать на свалку? Ответ есть у нашей Алены. Вы не поверите, но с проектом, о котором я расскажу в этом сюжете, меня познакомила обычная хлебница. Дело в том, что на Новый год мне презентовали новенькую из бересты. И вот эта пластиковая, мягко скажем, осталась не у дел. Я подумала, ну не выкидывать же ее. И таким образом я стала искать, куда же ее пристроить. В интернете наткнулась на проект «Центр помощи нужды нет». Туда можно сдать что угодно, от одежды и, как вы поняли, до хлебницы. Давайте же познакомимся с этим местом. Принято считать, что все самое интересное рождается в городах, мол, возможностей и ресурсов больше. Но история «Нужды нет» ставит под сомнение это утверждение. Проект существует уже 10 лет. Все это время волонтеры работали в селах и деревнях республики. А вот в Сыктывкаре открылись совсем недавно, в мае. Помещение небольшое, но волшебным образом здесь умещается все, что приносят люди. Это обувь, детские игрушки, книги. Эти вещи еще могут сослужить добрую службу человеку. Одежды здесь больше всего. Но на вешалках оказывается не абы какая, а прошедшая тщательный отбор. Именно ее любой желающий может бесплатно взять себе. А вот предметы гардероба, которые уже потеряли свой товарный вид, отправляются в поисках второй жизни в город невест. На Иваново нам приносят на переработку. Это с пятнышками, с дырочками, с дефектами. То, что уже не отстиралось, да, то есть там все равно пятна остались, это все на Иваново. Проект особенно популярен среди экосознательных людей. Еще бы, зачем идти в магазин и покупать новую вещь, когда, возможно, та самая блузочка ждет тебя в этих стенах. То есть все с бирочками, тоже даже такие вещи. Да. Единственное, что вот катышки, но они легко снимаются, и мы стараемся сами, конечно, но иногда бывает, что не успеваем. Поэтому, как бы, я думаю, что вещь новая, и почистить ее не затруднит.
О здоровье посетителей благотворительного центра здесь тоже заботятся. Вот, например, отпариватель. С помощью горячего пара каждая вещь обрабатывается. И еще, что особенно бросается в глаза, здесь, как в больнице, работают специальные лампы, которые избавляют помещение от бактерий. Совсем недавно на базе центра открылся пункт приема вторсырья. Он не только покрывает все расходы проекта, но еще и позволяет каждому из нас внедрить в свою жизнь необходимые сегодня эко-привычки. За время съемок сюда зашло немало людей, и каждому волонтеры подробно объясняли все нюансы сортировки. На этом наш выпуск подошел к своему завершению. Студия 11 закрывает свои двери совсем ненадолго и только лишь для того, чтобы подготовить для вас очередной интересный выпуск. Ждите нас в эфире уже завтра. Меня зовут Евгения Кладкевич. Увидимся. Пока-пока.